О ходе отбора граждан на военную службу по контракту и об итогах осенней призывной кампании рассказал военный комиссар республики Заурбек Гадабошев. Задание Министерства обороны России Ингушетия успешно выполняет. Ряды вооруженных сил России из Ингушетии в осенний призыв уже пополнили 198 человек. Наши ребята сейчас служат в самых различных родах войск. Заурбек Гадабошев отметил, что для более слаженной работы с призывниками военные комиссариаты региона должны подключиться к системе ЕГИС. Это доступ к сведениям о здоровье призывника. Большое количество ребят направляют на дополнительное обследование из-за того, что мы не подключены к системе ИМСУ, то есть к системе медицинской. То есть мы, врачи наши, которые находятся в военных комиссиях и которые находятся в республиканских, они не могут посмотреть вообще, раньше он где-нибудь лежал, находился, лечился, или что-то было, или не было. Нам несут выписки, врачи отправляют их на обследование. Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин поручил Минздраву и Министерству цифрового развития подключить комиссариаты к данной программе, чтобы облегчить проведение данной работы. Участники совещания переходят к следующему вопросу повестки: исполнение органами государственной власти и подведомственными им учреждениями обязанностей по предоставлению в налоговый орган уведомлений по исчисленным суммам налога. Об этом подробнее рассказал исполняющий обязанности министра финансов Ингушетии Тамерлан Вышугуров. Он дополнил, от каких министерств еще не поступила декларация и уведомление об уплате налогов. То есть это сумма налогов, которые мы заплатили, но наши бюджетные учреждения не отработали и не направили уведомления. Если детализированно говорить, наибольшая сумма у нас у Министерства образования это 212 миллионов из 291. У нас Министерство здравоохранения 48 миллионов, Минтруд 6 миллионов. 22 миллиона Минспорт. Это те суммы, которые уже уплачены, то есть были доведены и уплачены. На эту сумму начисляется пеня. Мы ежемесячно в виде пени, только в виде пени порядка 2 миллионов рублей уплачиваем, потому что вот эти средства, они не заходят. Следующий вопрос повестки – утверждение проекта паспорта государственной программы Республики Ингушетия об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Республики. Министерством был ранее разработан паспорт развития энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии на общую сумму 527 миллионов рублей. Программа развития электроавтомобиля и водородный автомобиль 27 миллионов 600. И программа газификации 3 миллиона 600. Все остальное у нас обеспечивается программой устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Прошу рассмотреть проект паспорта и принять. По всем ключевым вопросам повестки председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин дал поручения. Каждому министерству и ведомству необходимо исполнить их в кратчайшие сроки. Лина Цычева, Сулейман Костоев, Магаз 24.